Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Долгожданную жилплощадь обрели сегодня дети-сироты и те, кто остались без попечения родителей. Ключи от квартир получили 42 человека. С новосельем их поздравил глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Почему большинство домов во Владикавказе не оборудованы пандусами? Кто следит за исполнением закона? Об этом сегодня говорили на круглом столе в Центре реабилитации инвалидов. Подробности у Залины Губуровой. Женская сборная Беларуси по борьбе готовится к первым стартам олимпийского цикла в Северной Осетии. Во Владикавказе они проходят учебно-реабилитационный сбор. Упор делают на силовые упражнения. Параллельно девушки знакомятся с осетинской культурой. Эти и другие темы далее подробно. Вот момент дождались своего. 8 лет ждали. Очень долго ждали. У меня слов нету. Теперь я буду спокойно приходить домой и знать, что под головой есть крыша, и уже не будем по людям ходить. Наталья Карнацкая осматривает свою новую квартиру. Этого дня она ждала 8 лет. Без родителей девушка осталась, когда ей было 13. Сначала жила в детском доме, затем долгие годы скитаний по съемным квартирам. Я снимала сначала квартиры, дома, потом крестная у меня, спасибо ей большое. У нее дом и там времянка. Но там никаких условий, конечно, нету, что она смогла предоставить. И пока время там жили. Вот до этого момента. Вот теперь будем здесь обустраиваться. 38 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры в новом жилом комплексе Владикавказа сегодня получили дети-сироты и те, кто остались без попечения родителей. Ключи лично вручил глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Давайте поблагодарим строителей, их руководитель Майрам Забисов здесь тоже за все, что они делают для нас. Ну а вам хочу пожелать, когда вы сегодня переступите порог своего дома, закройте за собой дверь. Осмотритесь, посмотрите, если что-то вам там будет не нравиться, постарайтесь теперь все улучшать и делать сами. Новоселы уже планируют, как будут обставлять свои квартиры. Сюда, по сути, нужно завести только мебель. Дома построены по всем современным стандартам. Здесь индивидуальное отопление, огражденная территория с паркингом. Программа по обеспечению жильем детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей, идет полным ходом. Новые квартиры за последние несколько лет получили около 200 человек. Обладателями собственного жилья до Нового года станут еще около 30 семей. Елена Черенкова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Уже не первый год остро стоит вопрос с установкой пандусов. Далеко не все здания Владикавказа доступны людям с ограниченными возможностями. В чем причина такого бездействия и как ускорить решение проблемы? Руководители министерств и ведомств республики объединились и попытались ответить на эти вопросы. Все прекрасно знают, как работают законы у нас в стране. Тем более в отношении инвалидов, мне кажется, что вот из юридической плоскости эту тему надо перевести в человеческую плоскость. Понимаете? Потому что, вот пример, вот если бы у проектировщика или архитектора, или строителя, который строит дом и забыл там сделать пандус, был ребенок, или мама, или жена, или член другой семьи, колясочник, он никогда бы не забыл о пандусах. Общественная организация «Народный фронт» провела мониторинг городских объектов. Выяснилось, что за последнее время во Владикавказе появились многоэтажные жилые дома, где нет пандусов. При том, что по закону объект в таком виде сдавать нельзя. Начальник управления архитектуры и градостроительства республики Владимир Одинцов сослался на подрядные организации, которые якобы не заметили ошибки застройщиков. Это вызвало негодование и бурю эмоций. Председатель комиссии здравоохранения и социальной политики Общественной палаты Жанна Цалагова потребовала включить инвалидов в комиссию по сдаче и приему зданий и сооружений в эксплуатацию. Мы все работаем, то есть если госструктуры капитально работают с полной отдачей, то опять-таки частные инвесторы работают спустя рукава. Они продолжают строить дома, они бесконтрольно. Вы слышали, да? Их никто не контролирует, как я услышала сейчас, да? То есть что хочу, то и делаю. У кого-то земли мало, у кого-то этого мало, у кого-то денег нету. Нету денег. Я считаю, что мы должны на уровне республики решить этот вопрос. Если у инвестора не хватает в достаточном количестве денег для того, чтобы приспособить этот дом под людей с ограниченными физическими возможностями, не давать им разрешения, искать другого инвестора. Нельзя не отметить тот факт, что уже проделана немалая работа. В этом заверила и министр культуры Фатима Хабалова. Например, новейший подъемник для инвалидов уже работает в тестовом режиме в Осетинском театре. Звук
Звуковой лифт есть в Центральной библиотеке. Уже начались работы по созданию условий для инвалидов в Государственном театре оперы и балета. Залина Губурова, Заур Цеуф, Осетия ТВ. Очередной шаг в информационное будущее сделали на межрегиональной конференции «Плюс Ультра» за пределами ограничений. Компания «Интеллектика» и Центр информационных технологий Северной Осетии открыли для жителей республики доступ к новым возможностям. Мировые лидеры в сфере IT представили самые актуальные продукты в области бизнес-коммуникаций, виртуализации и хранения данных. Сегодня мы выступаем на мероприятии, рассказываем про продукты компании EMC, про решения, рассказываем про наши подходы по созданию центров обработки данных, по созданию эффективной IT-инфраструктуры, по построению каких-то дата-сервисов, рассказываем про наши новые разработки, про наши решения и общаемся с заказчиками на те темы, отвечаем на те вопросы, которые им интересны. На конференции представители мировых брендов представили центры обработки данных, сервера и другие услуги, софты и программы, которые обрабатывают информационные данные. Участникам конференции продемонстрировали некоторые устройства и принцип их действия. Например, компания «Интеллектика» представила систему хранения данных. Это огромный сервер, где расположены так называемые виртуальные десктопы – рабочие места сотрудников. Такая технология – универсальное решение для больших компаний и работников, которые часто ездят в командировки. Чтобы получить доступ к данным на своем рабочем компьютере, достаточно ввести логин и пароль. Эти и другие проекты могут вскоре начать использовать и в Северной Осетии. Информационное будущее республики на деле не так несбыточно. Мы набираем обороты. Мы когда открывали этот бизнес-инкубатор IT-парк Алания, мы обо всем говорили в будущем времени. А сейчас это уже то, что настоящее. И события проходят с такой частотой здесь. И образовательного плана такого, познавательного, практического, семинары, форумы, причем для разных категорий, разных возрастных групп. И эта работа набирает обороты. Развитию информационных технологий в Северной Осетии уделяется особое внимание. В будущем планируется создать свой центр обработки данных. Пока же есть возможность пользоваться чужими разработками. Яна Гайгиева, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Если для кого-то 20 лет – юный возраст, то для ансамбля народного танца «Дети гор» это уже целая жизнь. 1 декабря коллектив отметил двойной юбилей. Руководителю ансамбля Станиславу Кодзаеву исполнилось 50 лет. День рождения отметили с размахом. Главным подарком и сбывшейся мечтой для каждого стало открытие новой школы танца. «Дети гор» обрели настоящий дом. Наконец-то, как говорится, свершилось то, к чему мы так долго шли. Сейчас так все в душе переполнено эмоциями, что все друзья, родные пришли, поздравляют. Что может быть лучше, когда у человека мечта сбывается? Я могу сказать, что у меня мечта сбылась. Мне будет очень приятно, если не я, а другие подхватят эту эстафету. Чем больше будет в республике, вообще на Кавказе таких заведений, я думаю, тем больше люди будут заниматься своим национальным искусством. Праздничный концерт состоялся на сцене Осетинского театра. Коллеги, друзья и родные пришли поблагодарить и поздравить Станислава Кодзаева. «Россия, Осетия, мир» на сцене «Дети гор». Национальные танцы в исполнении юбиляров в этот вечер сопровождались выступлениями звезд местной эстрады. Выпускники ансамбля решили поздравить своего педагога. Они тоже выступили в этот вечер. По словам учеников, танцы для них – это жизнь, а ансамбль – вторая семья. Они поблагодарили своего учителя за то, что он вложил в них душу и воспитал достойных людей. Я пришел в этот ансамбль в 2000 году. Пришел сюда, танцевал и Икаева Тамерлана. Азан научил меня он. А Слайд, как говорится, сделал конфетку. То, что мы видели рядом, многие не видели даже со своими родителями рядом. Хочу сказать, что чтобы руководить таким ансамблем, нужно действительно быть мужчиной. Нужно быть, это дано, наверное, свыше. Он научил нас многому, и, наверное, не только меня научил именно такое количество детей, наверное, с которым ничто не сравнится. У ансамбля богатая история. Он объездил не только Россию, но и всю Европу.
Италия, Франция, Германия, Польша. И каждый раз ребята возвращаются на свою малую родину, ведь они – дети гор. Уже не одно поколение танцоров воспитал Станислав Кадзаев. Все они не только профессионалы, но и духовно богатые люди. Александра Ларионова, Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Пока североосетинские борцы завоевывали медали на чемпионате Бразилии, в столице Северной Осетии стартовал учебно-реабилитационный сбор женской команды Белоруссии по вольной борьбе. Здесь спортсменки готовятся к первым стартам олимпийского цикла. Мы приехали сюда на оздоровительный, на реабилитационный сбор, получается. Очень большая слава этого центра Бубновского. Нам скажу, что именно в Осетии лучший центр является на сегодняшний день. Мы взяли, мы, получается, частями приезжаем. Часть девочек до этого приехала, и сегодня я здесь в гостях в этом городе, и девочки проходят реабилитационный курс по различным травмам. На улице стабильный минус и почти зима, а у них, как всегда, в это время начинается самая жаркая пора. Тренировка в обычном режиме. Спортсменки проходят функциональную подготовку, силовую и общефизическую. После этого идет этап восстановления. Помимо спортивной программы, самые сильные и красивые девушки Беларуси изучают осетинскую культуру. Но все же главная цель для каждой юной спортсменки – набраться как можно больше спортивного опыта. В Осетии, вот я хочу вам сказать, что сюда можно приезжать без подготовки, я так поняла. Потому что очень народ гостеприимный и такие искренние все кажутся. Может, не искренние, но, по крайней мере, открытые. С ними очень легко найти общий язык, такие помогут всегда. Вот. У нас условия хорошие. Здесь там инструктора, да, наверное, правильно говорится, очень внимательно к нам помогают. Если какие-то проблемы, всегда предлагают свою помощь. Красота и вправду страшная сила. 13 лет назад Залина Седакова выбрала для себя вольную борьбу и сейчас выступает за сборную Белоруссии. 22-летняя спортсменка весьма перспективна в своей весовой категории. Как признается сама девушка, этот вид спорта ей особо по душе. У меня спортивная семья. Папа тоже борьбой занимался, так как мы осетины, и это национальный вид спорта. И меня папа просто предложил пойти потренироваться, и мне очень понравилось. Стартовые составы пока не определены. Известно лишь одно: на главное мероприятие 2016 года – Олимпиаду – отправятся лучшие из лучших. Но не стоит забывать, что девушки даже в перерывах от тренировок остаются девушками. Земфира Лулаева, Артем Балатаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.